Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Петербургский «Зенит» выездным матчем против французского «Лиона» начнет свое выступление в новом розыгрыше футбольной лиги чемпионов. Клуб впервые за 4 года сыграет в главном еврокубковом турнире. 3 года назад «Зенит» выступал в одной группе с «Лионом» и дважды обыграл французскую команду. Во Франции «Зенит» отправился без главного приобретения летнего трансфера бразильского нападающего Малкома, купленного у испанской «Барселоны» за 40 миллионов евро. Форвард испытывает проблемы с бедром и продолжает восстанавливаться от травмы в Санкт-Петербурге. Остальные футболисты здоровы и прилетели в «Лион». Также клуб разгрузил зарплатную ведомость, расставшись с 12 футболистами, не попавшими в основной состав. «Зенит», являющийся действующим чемпионом страны, успешно начал новый сезон, набрав после 9 туров 20 очков и лидируя в таблице вместе с Краснодаром и Ростовом. В понедельник трое россиян добились уверенных побед на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге. Андрей Замковой за 55 секунд вышел в 1/8 финала. В первом раунде нокаутировал бельгийца Набиля Месауди и вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Екатеринбурге. После разящего удара бельгиец упал на настил, и из его носа потекла кровь. Рефери тут же остановил поединок. Россиянин Глеб Бакши в понедельник раздельным решением судей победил ирландца Михаэля Невина и вышел в четвертьфинал. Ирландец сумел навязать достойное сопротивление россиянину, который старался действовать первым номером. Однако Бакши часто не доводил свои успешные атаки до завершения. Сам Бакши снова остался недоволен своими действиями. Максим Бабанин нокаутировал соперника Энди Кристофера Эндалу из Гренады и вышел в 1/8 финала. Россиянин с первых минут уверенно вел бой и уже в самом дебюте второй трехминутки отправил соперника в нокаут. Судья, не раздумывая, завершил поединок. В итоге болельщики стали свидетелями второго брутального нокаута за день в исполнении российских боксеров. Ростов одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2-1 в домашнем матче 9-го тура чемпионата России по футболу, на встрече, которая прошла на стадионе «Ростов-Арена». В турнирной таблице Ростов занимает 3-е место, набрав 20 очков. Столько же в активе у Краснодара и «Зенита». «Ахмат» в группе с 8 очками идет 12-м. Ростов в следующем туре в гостях сыграет с Тамбовом. «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов». Обе встречи пройдут 21 сентября. Российские борцы завоевали 1 золотую и 1 серебряную награду во второй соревновательный день чемпионата мира, который проходит в Нур-Султане. В понедельник продолжили выступать борцы греко-римского стиля. Золото без борьбы завоевал Муса Евлоев в весовой категории до 97 килограмм. Его соперник по финалу, армянин Артур Алексанян, не смог выйти на поединок из-за травмы. Серебряная награда в активе Артема Суркова, который в финальном поединке в весовой категории до 67 килограмм уступил олимпийскому чемпиону 2016 года кубинцу Исмаэлю Баррера-Малине со счетом 1-3. Сурков доволен, что смог добыть для страны лицензию на игры, но разочарован финалом. По его словам, он сам пропустил техническое действие в партере и ничего не смог сделать в стойке. Евлоев не смог порадоваться успеху в полной мере из-за отказа соперника. По словам россиянина, он ждал этого финала целый год и тренировался ради этих нескольких минут. Московский футбольный клуб «Динамо» дома сыграл в ничью с Уфой со счетом 0-0 в матче 9-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на ВТБ-арене, центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Лучшим игроком встречи был признан голкипер Уфы Александр Беленов. В начале первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей. Однако после просмотра видеоповтора отменил свое решение. «Динамо» и Уфа провели 9-й очный матч. На счету «Динамо» 6 побед. Еще 3 встречи завершились в ничью. В турнирной таблице «Динамо» располагается на 11-м месте, имея в активе 10 очков после 9 встреч. Уфа занимает 9-ю строчку, набрав 11 очков в 9 играх. В 10-м туре «Динамо» примет Сочи 22 сентября. Уфа дома сыграет с московским «Спартаком» 20 сентября. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Китая в 3-м матче на Кубке мира, который прошел в Йокогама, Япония. Россиянки уступили со счетом 0-3. Для сборной России это поражение стало первым на турнире. Россиянки занимают 5-е место с 5 очками. В следующей встрече сборная России сыграет 18 сентября с командой Южной Кореи. Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. Нынешний розыгрыш проходит в Японии с 16 по 29 сентября. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем Кубка мира. В 1999 году команда выиграла серебряные медали. Единственная победа имеется только в активе женской сборной СССР в 1973 году.
На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.